Это Якутия. День за днем мы расскажем вам о главных событиях этой недели в республике и за ее пределами. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Наказание за отказ пенсионеру, оплата штрафа со скидкой и ответственность за публикацию недостоверной информации. Госдума России в разных чтениях приняла ряд законопроектов, как изменится жизнь рядовых граждан в ближайшие месяцы. Тепло в каждый дом. Отопительный сезон стартовал в республике. С какими результатами коммунальщики произвели запуск системы, с какими проблемами пришлось столкнуться. Подрядчик везде работает, есть отставание. Мы контролируем и на днях, надеюсь, запустим тепло в этих домах. Застройщик должен отвечать за привлеченные средства дольщиков. Изменения в закон о долевом строительстве вступили в силу еще в июле, но многие якутские компании не спешат следовать изменениям. Какова реальная ситуация на рынке строительства сегодня? Банки будут предоставлять займы под низкие процентные ставки для строительства жилого дома, но прямые расходы увеличатся у застройщика. Увидеть Якутию глазами туристов. Ведущие популярного шоу «Орел и решка» в передаче про Якутию рассказали свои впечатления и устроили настоящий квест по поиску клада для горожан столицы. Мне вообще понравилось, что о нашем регионе вышла такая программа, и я думаю, что для нас это очень хороший знак. На этой неделе Госдума России приняла в разных чтениях сразу несколько важных законодательных актов. Они коснутся и обеспечения изменений в пенсионную систему, и увеличения сроков оплаты штрафов за нарушение ПДД, и даже ужесточения закона в сфере сети интернет и СМИ. Но обо всем по порядку. Итак, Нижняя палата парламента России во втором чтении утвердила законопроект, инициированный президентом России, о наказании за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста. Так, работодатель, не принявший на работу или необоснованно уволивший людей предпенсионного возраста, должен быть готов оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей или выполнять обязательные работы до 360 часов. Автор проекта обосновывает эту меру тем, что по-другому невозможно обеспечить долгосрочное развитие как пенсионной, так и финансовой систем страны. Другой документ, который Госдума рассмотрела в первом чтении, касается увеличения срока оплаты штрафов за нарушение ПДД. Сейчас нарушитель имеет право на 50% скидку, если оплатит его в течение 20 дней. Новая же редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность увеличить этот срок еще на 20 дней при условии, что копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте с заказным отправлением, поступила в его адрес после указанного срока. В таком случае по ходатайству самого гражданина он имеет право продлить срок действия скидки еще на 20 дней. Кстати говоря, о тех, кто выписывает эти самые штрафы, а именно сотрудника ГИБДД, теперь они будут останавливать автомобили, владельцы которых находятся в розыске по запросу Федеральной службы судебных приставов. И помимо этого, чтобы сообщить водителю, что у него есть неоплаченные задолженности, сотрудники обязаны выяснить, где живет должник, где паркуется его автомобиль, и потом передать эту информацию приставам. И в заключении обзора документ, который коснется пользователей сети интернет и средств массовой информации. В окончательном третьем чтении Госдума приняла проект, устанавливающий уголовную и административную ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда. Физлица будут штрафовать на сумму 20 тысяч рублей, должностных на 50, а организации на 200 тысяч рублей. Повторное неисполнение решения суда будет караться административным арестом или обязательными работами. Уголовная ответственность грозит нарушителю, если он отказывается удалять информацию более 1 года. Планируют, что все вышеуказанные изменения вступят в силу либо в конце этого, либо в начале следующего года, кроме наделения дополнительными полномочиями и обязанностями сотрудников ГИБДД. Проследить за местом пребывания должника и передать информацию приставам дорожные полицейские могут уже сейчас.
Что волнует человека с приходом холодов? Конечно же, тепло в его жилище. Отопительный сезон в регионе стартовал в сентябре. В столице более 2000 домов с центральным отоплением. И для 7 из них проблемой стало непривычное завоздушивание, не протечки труб, а вовремя неоконченный капитальный ремонт. Почему так случилось и получили ли жители многоэтажек долгожданное отопление, узнавала Кристина Якупова. В Якутске тепло в школы, больницы и другие социальные объекты подали 4 сентября. Остальные потребители были подключены позднее. В столице республики 3032 жилых дома, из них более 2000 с центральным отоплением. Но основной проблемой при запуске тепла в 7 многоквартирных домах стал незавершенный капитальный ремонт отопления. Завершены 4 объекта на стадии пусконаладки и 3 объекта вот Ярославского 30/1, Халтурина 6 и Дзержинского 40. На стадии завершения подрядчик везде работает, есть отставание. Мы контролируем и на днях, надеюсь, запустим тепло в этих домах. Один из домов, куда вовремя не поступило тепло – Ярославского 30/1. Я недовольна вообще капремонтом. Нам отопление дадут, наверное, в конце ноября, то есть сентября. Дадут, это будет еще хорошо. Но вряд ли, потому что в каждой квартире трубы стоят открыты. Они еще, во-первых, перед отоплением должны проверить, а вдруг кого-то затопит. Я возмущена тем, что капремонт пришел на нуле, хотя мы ежемесячно платим. Электрические обогреватели, пледы и теплые напитки. Так спасаются от холода жители этого дома. Здесь до сих пор ведутся работы по капитальному ремонту. Судя по объявлению в доме, ремонт должны были начать еще в июле. Но, к сожалению, к своим обязанностям подрядчик приступил только в августе. Причин много. Во-первых, доступ к квартирам был не обеспечен. Во-вторых, бригады чаще менялись. Некомпетентные бригады были, монтажники. Сейчас вот наверстываем. В отличие от столицы, в районах республики тепло было запущено без задержек. В Мирном в целях своевременного теплоснабжения проведены все плановые ремонтные работы. Проводились работы и на тепловых пунктах, на котельных проводились работы, на магистральных распределительных сетях. В домах проводились работы как по линии фонда капитального ремонта, так и работы текущего характера, которые делает управляющая компания. Данные работы были завершены. Запуск котельных в Нюрнбергском районе прошел без проблем. Этим летом провели ремонт ГРЭС и Чульманской ТЭЦ. И на обслуживание тепловых сетей района направили 672 миллиона рублей. Отопительный сезон начался заранее. Стабильность тепловодоснабжения проверит зима. Выполнение плана мероприятий по Нюрнбергскому району составляет 96%. В том числе мы понимаем, что готовность по соцобъектам, выполнение плана мероприятий по соцобъектам 100%, выполнение мероприятий по коммунальной сфере составляет 92% и выполнение по жилищному фонду в пределах 97%. Алданский район в предыдущий отопительный сезон страдал от аварий в котельных. В этом же году там провели масштабный ремонт, чтобы в этот сезон не допустить аварий. Запуск тепла был произведен в срок. Процесс идет стабильно, жалоб от населения не поступает. Котельные все работают согласно графика. Ремонтная работа практически уже заканчиваем. В принципе, все идет в режиме. Меня дожидались 5 вечера. Проблем с этих нет. Все 7 котельных запущены в Ленском районе. Отопительный сезон начался с 7 числа, как и планировался. С 7 сентября мы запустили все котельные в работу. Так что все работы выполнены качественно, в срок. Я думаю, что все нормально. Зиму перезимуем. По информации ГУП ЖКХ, в обслуживаемых компанией 26 районах Якутии введены в работу 718 котельных. Все они работают в штатном режиме. В Хангаласском, Тампонском, Татинском, Чурапчинском, Амгинском районах уже в этом сезоне введут в строй новые котельные. После начала эксплуатации новых старые будут закрыты. Кристина Якупова, Якутия день за днем.
Засушливое лето омрачило ситуацию с огненной стихией. В этом году горело более 3 миллионов гектаров тайги. Огнеборцы и работники авиалесоохраны работали на износ. И, как результат, 10 сентября пожароопасный сезон в регионе закрыт. Также на днях работники лесного хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Не забыли и прародителя лесного дела Константина Аникина, память о котором почтили установкой каменного монумента. В эти дни работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Лесоводы Якутии традиционно собрались в сквере лесника. В 1939 году работников было всего 2. Им выделили амбар. Начали ставить лесное дело в районах. Были созданы курсы лесообъездчиков, затем открыт лесной техникум. Так, понемногу, бескрайние просторы тайги перестают быть бесхозными. Человек берет контроль над лесным богатством. В этом году ситуация в Якутии с лесными пожарами была очень напряженной. В некоторые дни площадь, охваченная огнем, превышала 3 миллиона гектаров леса. Несколько раз огонь вплотную приближался к населенным пунктам. Обусловлено это сухой, жаркой погодой в придачу с ветром. Температура воздуха превышала на 8-10 градусов средние показатели в это время года. По количеству пожаров было столько же, сколько в прошлом. С той лишь разницей, что площадь, охваченная огнем, была больше в 2 раза. На территории республики у нас зарегистрировано более 600 лесных пожаров на общей площади 3 миллиона 100 тысяч гектаров. И в основном горела лесотундра, тундра, то есть северные территории, которые у нас более 7 или 8 лет вообще не горели. Активно работают в борьбе с пожарами муниципальные образования. Пожар тушат на земле. Это Якутлесресурс, 17 отделений, с неба, авиалесоохрана, 22 отделения по всей республике. В Якутии в этом году открыто федеральное отделение в составе 65 человек. Ими проводились взрывные работы, вызывание осадков. Тушить пожары на огромных территориях – дело не из легких. Старались всеми силами тушить пожары во время обнаружения. Но были, конечно, проблемы. В основном это связано с недостаточностью наших сил в лесопожарных формированиях. Ну и слабое обеспечение, конечно, техническими средствами. Вся техника наша уже не обновлялась на протяжении, наверное, 15-20 лет. Вторая причина сложности в тушении пожаров – недофинансирование. В этом году квота на сезонных огнеборцев по найму составила 150 человек, тогда как в предыдущие годы эта цифра составляла 350-500 человек. Якутия является одним из самых пожароопасных регионов страны. Сезон пожаров закрыт 10 сентября. И с ноября начинается подготовка к следующему. Лана Ильина, Илья Сыромятников, Якутск. Сейчас короткий блок рекламы. Мы вернемся буквально через пару минут. Не переключайтесь. Это Якутия день за днем, и мы продолжаем. Застройщик должен отвечать за привлеченные средства дольщиков. С 1 июля этого года в силу вступили поправки в 214 федеральный закон о долевом строительстве. Так ужесточены правила привлечения средств дольщиков и расписаны четкие требования к компаниям, которые собираются строить с привлечением денег граждан. А сколько якутских компаний отвечает новым требованиям, что на практике это даст дольщикам и строителям, и успели ли повлиять на отрасль нововведения, узнавала Саргалана Захарова. У людей уже нервное напряжение, понимаете, да в тот раз 50 человек пришли, мы к ним в офис, да, там уже решили, некоторые говорят, мы выйдем в конце сентября, выйдем и перекроем автотрассу, говорят.
На такие радикальные меры готовы пойти дольщики компании «Строймонтаж-2002». 12-этажный дом изначально планировали сдать еще в конце 2016 года. Однако сроки переносят из одного квартала в другой уже в течение 2 лет. Раиса Рожина специально приехала за 1000 километров из арктического Аллаяховского района. Обещали осенью заселить. Хотела провести ремонт в квартире. Даже отпуск взяла по такому случаю. Мы сейчас теряем деньги, да, у нас идут двойные расходы, мы, значит, арендуем. У всех дети, студенты, да. Вот поэтому нам бы хотелось конкретно, вот сейчас будет пуск 25-го, да, ключи будут выдаваться для ремонта или как? Ни квартиры, ни ремонта. В такой же ситуации оказались еще порядка 400 дольщиков, половина жителей районов. Доверили свои кровные застройщику и жители столицы. Уже очень красиво описывали дом в рекламе. Зимним садом там на 12 этаже и так далее, да, реклама была очень хорошая. Но сейчас уже такая ситуация, что мы как бы, нам и зимний сад не нужен, хотя бы нам квартиры бы. Рима Торговкина вступила в долевое строительство летом прошлого года. В компании ее заверили, уже через месяц дом ведут. В результате ни то, ни этой осенью справить долгожданное новоселье не получилось. Ну, воды нету, тепла нету, электричества нету, да, там какие-то определенные проблемы. А проблемы, как оказалось, у компании немалые. 48 миллионов рублей «Строймонтаж» задолжал коммунальщикам за воду, канализацию и электричество. Теперь в дом не могут подать тепло. Следовательно, и работы с холодами встанут. В ситуацию вмешался Минстрой республики. На уходящей неделе первый заместитель руководителя ведомства Павел Аргунов встретился с представителями всех сторон проблемы. Какая у нас уже неустойка идет именно по этому объекту. Плюс, ну, опять же, проблема по оплате у вас по всем другим объектам имеется, которые заключены. Именно я говорю по электричеству. Причина накопившихся долгов: застройщик не рассчитал свои силы. Одновременно он начал возводить сразу несколько объектов как жилых домов, так и социального назначения. Теперь надежда только на реализацию всех площадей. Их общая стоимость в разы превышает сумму задолженности. Но когда найдутся покупатели, Минстрой готов пойти навстречу. По программе обеспечения жильем детей-сирот у нас есть потребность по городу Якутску на 205 квартир. Для этого компании нужно пройти процедуру конкурсного отбора. Представители застройщика заверяют, необходимые средства появятся, как только продадут нежилые помещения в этом же доме. И уже говорят об очередных сроках ввода. Вот мы по этому графику планируем к концу этого года все-таки решить все наши финансовые проблемы. С этого года застройщики больше не смогут брать на себя непосильную ношу. 1 июля вступил в силу обновленный 214-й федеральный закон о долевом строительстве. От него ожидают максимальной защиты прав и средств дольщиков. Требования, которые предъявили застройщикам, должны очистить рынок от недобросовестных и несостоятельных компаний. Так, один из главных критериев – финансовая устойчивость строителя. На собственном счету компании должно быть не менее 10% от стоимости всего проекта. Директор и главный бухгалтер должны иметь чистое личное дело, то есть строители судимостью привлекать средства дольщиков не смогут. Чтобы застройщики не взяли на себя слишком много, выдачу разрешений ограничили. Один документ в одни руки. Параллельного строительства сразу нескольких объектов не будет. Следующий пункт – обязательный взнос перед заключением договора в компенсационный фонд. Он, в свою очередь, станет подушкой безопасности в случае фиаско строительства. И, наконец, все финансовые отношения между участниками договора будут проводиться только через банки. Деньги дольщиков поступят на специальные эскроу-счета, где они будут храниться до полного ввода дома. Последний пункт оказался самым обсуждаемым и спорным. Взамен долевых денег теперь строителям придется полностью обходиться либо собственным капиталом, либо привлекать дополнительные кредитные средства. Банки будут предоставлять займы под низкие процентные ставки для строительства жилого дома, но прямые расходы увеличатся у застройщика, то есть ему же надо будет оплачивать процентные ставки вот этого кредита. Кроме того, при введении эскроу счета банк, естественно, будет взимать определенную плату. Все это приведет к удорожанию стоимости квадратного метра, уверены в министерстве. Сократятся и объемы строительства жилья. Из 65 существующих сегодня на якутском рынке компаний останутся единицы. Пока речь идет только о 12 застройщиках. Однако даже они на данный момент не смогут пройти по всем пунктам. Последствия станут ощутимы через год или два. Многие строители успели оформить разрешение по старому закону на ближайшие годы. Запас есть. В ведомстве надеются, что за это время в закон внесут
внесут поправки, которые смягчат регламент, в том числе касательно эскроу-счетов. Дадут возможность использовать определенный объем средств, накопившихся на эскроу-счете, при выполнении определенного объема работ, но не выше. Будет возможность использования средств на эскроу-счетах, что снизит прямые расходы у застройщика. С одной стороны, закон максимально обезопасил будущих участников долевого строительства. Сойдут на нет нецелевые расходы, застройщики бросят все силы на завершение одного объекта. Но будет ли доступным жилье, которое даже сегодня не дешевое? Вопрос остается открытым. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Джолустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Жилье необходимо и молодым специалистам. Многие районы страдают от нехватки квалифицированных кадров. А как привлечь их на работу, находящуюся вдали от дома, друзей и родных? Конечно, только обеспечив достойной заработной платой и всеми необходимыми условиями. Как обстоят дела с программой обеспечения жильем работников бюджетной сферы в Ленске, расскажет Светлана Балеева. В этом году на покупку квартир выделено 64 миллиона рублей. Уже вручены ключи от 4 квартир. 9 квартир находятся в стадии оформления. 10 миллионов с лишним уже, да, истрачено. 9 квартир сейчас в стадии оформления. Это еще порядка 15-18 миллионов и так далее. То есть это деньги достаточно серьезные и большие. Закупочная стоимость за квадратный метр снижена с 62 до 40 тысяч рублей. Бюджетные учреждения в начале года представили списки работников, которые нуждаются в жилье. Квартиры работникам выделяются по договору коммерческого найма. Жилье будет находиться в собственности района. Комитет имущественных отношений будет заключать договора, да, на служебный найм. То есть люди будут подписывать договора служебного найма, и в этих квартирах они будут проживать не как раньше по принципу коммунальной квартиры, то есть сколько есть комнат, да, столько есть семей или специалистов могут проживать вот на одной территории. А сейчас немножечко по-другому, то есть квартира, семья. Сегодня приехавшие специалисты получают квартиры в зависимости от потребности, то есть площадь и количество комнат зависит от количества членов семьи. По программе привлечения молодых специалистов в Ленский район переезжают десятки молодых людей в год. В их числе и Наталья Панкратова. Девушка приехала в Ленск несколько лет назад. Устроилась в районную больницу врачом-рентгенологом. Муж Натальи, Михаил, тоже работает в больнице программистом. Через год после приезда семье, как молодым специалистам, выделили двухкомнатную квартиру в центре города, в новостройке. Перед Новым годом мы очень были рады, не ожидали. Нам выдали квартиру, ключи хорошие, теплые, с балконом. Вот. Наталья признается, что о своем решении перебраться в Якутию не жалеет. Здесь она обрела дом и работу, о которой мечтала. А вот Сергей Кириллов пока еще стоит в очереди на получение жилья, но очень надеется, что скоро его получит. Молодой человек переехал в Ленск 5 лет назад из села Мача Алекминского района. После окончания колледжа я приехал сначала работать в свое родное село. Там проработал я 2 года воспитателем в детском саду и 2 года по совместительству в школе учителем физкультуры. Но потом сложилось так, что переехал сюда, в город Ленск. Пришел устраиваться на работу сюда, в детский сад «Сказка». Приняли радушно и сразу включили в очередь нуждающихся в жилье. 5 лет Сергей стоит в очереди на получение жилья. Ждет. До конца года администрация района планируется приобрести еще 20 квартир для работников бюджетной сферы. В следующем году программа также будет продолжена. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В дома и квартиры жителей Якутска начали приходить и звонить в дверь люди под видом сотрудников пенсионного фонда. Кто они такие на самом деле и чего не хотят от горожан, разбирался Дмитрий Тымыров. В прошлые выходные жители Октябрьского округа увидели объявление на дверях своих домов о плановом обходе по пенсионной реформе. А некоторые даже с ними столкнулись, но решили их не впускать к себе в квартиру. В субботу приходил мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. Но дверь ему не открыли, он пригрозил, что все равно будет повторный обход дома, то, что они объясняют пенсионную реформу. Но спросила, что ему нужно. Он спросил, оформляли ли мы страхование, пенсионное страхование. И когда я сказала, что я не помню, он попросил номер СНИЛСа моего. Сказал, что сразу посмотрит в программе. Но после того, как он попросил номер моего СНИЛСа, я уже дверь закрыла и попрощалась с ним. Мы дозвонились до указанных номеров. Молодой человек представился районным страховщиком накопительной части пенсии. Мы являемся районным страховщиком накопительной части пенсии. Это НПС «Автомар».
группы компаний. То есть накопительной пенсией у нас в стране занимаются только негосударственные пенсионные фонды, либо управляющие компании. Мы выходим по домам, уже на месте выдаем, то есть прям непосредственно дома, делаем всю работу за вас, чтобы вам потом лишний раз не ходить нужно было в пенсионный фонд возвращаться и так далее. В отделении Пенсионного фонда России по Якутии отметили, что за последнее время количество обращений от граждан в отношении псевдоагентов Пенсионного фонда выросло в разы. Они предупреждают, что специалисты местного отделения не посещают квартиры. Работники Пенсионного фонда никаких объявлений не развешивают. У нас есть свои клиентские службы. То есть застрахованные лица могут подойти туда и уточнить свои вопросы. Как отметили в Пенсионном фонде, в большинстве случаев под видом информационно-разъяснительной работы по пенсионным изменениям ходят агенты негосударственных пенсионных фондов. Получается, они завладевают данными застрахованных лиц, паспортными данными и СНИЛСами, и как третьи лица они от их имени заключают договора, переводят их в накопительную часть тот или иной НПФ заведомо самого застрахованного лица. В худшем случае они могут даже оформить на имя наивных граждан кредиты и другие финансовые продукты банков, используя данные. Специалисты Пенсионного фонда напоминают, что такие действия переравнивают уже к мошенническим действиям. Отметим, что только за прошлый год на территории Якутии органами внутренних дел было зарегистрировано 650 фактов мошенничества. За 8 месяцев текущего года более 360 обращений. Мы настоятельно просим жителей республики не попадаться на уловки мошенников, которые могут представиться кем угодно. В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, вам необходимо обратиться в полицию. Мошеннические действия караются законом в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. От простого штрафа до ограничения свободы. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас реклама на Якутия-24, после чего продолжим разговор о главных событиях недели. Это Якутия день за днем. Продолжаем обсуждать главные события недели. В столице на 6-й съезд молодежных правительств Дальнего Востока собрались представители более 20 субъектов России. В течение 3 дней они проработают в тесном контакте, обменяются опытом, поучаствуют в круглых столах и дискуссионных площадках. С будущими представителями власти пообщался и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Представители якутского молодежного правительства входят в число лучших молодежных объединений страны. Опыт работы наших ребят известен далеко за пределами региона. О реализации самых успешных своих проектов они рассказали остальным участникам съезда. Мы презентуем лучшие реализованные проекты молодежных правительств. В их числе из Республики Саха-Якутия мы представим 3 реализованных проекта. Во-первых, это проект ПРО Якутии, поселение ресурсов основы Якутии. Это комплексный проект по развитию сельских территорий. Также мы представим проект «Кибербезопасность» и проект «Открытая книга». Проект «Открытая книга» из всех перечисленных начали претворять в жизнь лишь в апреле этого года, но он уже обрел популярность среди населения. Целью этого проекта является организация волонтерского движения по сбору и передаче книг для реабилитационных центров и больниц Республики Саха-Якутия. Первая акция прошла этой весной. В течение 3 недель мы собрали более 1000 книг и передали 2 больницам и 1 дому ребенка. Сейчас мы объявили 2-ю благотворительную акцию «Открытая книга», и в данное время мы собрали примерно 300 книг. Делегаты из других регионов также с готовностью поделились своим опытом работы. Мы сначала расскажем о лучших проектных практиках молодежного правительства за предыдущие годы и сейчас. То есть это у нас были акции «Бессмертный полк», мы выступали организаторами, именно 3-й состав молодежного правительства выступал организатором акции «Бессмертный полк». У нас есть молодежные администрации. Также у нас в этом году уже в 5-м составе молодежного правительства у нас девушка представила проект «Ясное зрение». У вас очень хорошо идет кадровая работа, поскольку ребята
в основном все, кто попадает в молодежное правительство, они трудоустраиваются в органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, либо в другие организации. У нас, к сожалению, практика не такая, как у вас. Нам бы хотелось принять этот опыт. Также есть те проекты, такой проект, например, как «Министр», который мы бы тоже хотели у вас взять и по возможности приложить все усилия для его реализации в Приморском крае. Отметим, Якутия уже второй раз становится площадкой сбора активной молодежи Дальнего Востока. А в этом году, помимо представителей округа, гостями стали и делегации из других субъектов страны. Всего более 100 человек. Наша цель основная – привлечь молодежь Дальнего Востока, сложить наши компетенции воедино и реализовать какой-то такой большой проект, который решал бы вопросы не одного региона, а межрегиональное сотрудничество. Итогом работы съезда станет не только выработка целей и задач развития Дальневосточного округа, но и тесное взаимодействие всех молодежных правительств страны в целом. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. А как молодежные правительства Дальнего Востока будут взаимодействовать между собой, если совместные проекты с нашим регионом? На эти и другие вопросы нам ответила Виктория Сердюк, руководитель аппарата молодежного правительства Приморья в рамках программы «Актуальное интервью». Нам бы очень хотелось перенять опыт Якутии в области кадровой работы, поскольку в соответствии с положением, и общими целями и задачами, которые стоят перед молодежным правительством, сама организация она должна стать социальным лифтом, где активная молодежь может устроиться благодаря проявленным своим умениям, навыкам. Она может устроиться в органы исполнительной власти или в другие организации, собственно, предварительно зарекомендовав себя уже на общественной деятельности. То есть вы считаете то, что система социальных лифтов в нашем молодежном правительстве развита довольно неплохо? Она развита, достаточно на высоком уровне, о чем, собственно, свидетельствует и экспертная оценка. Каждый год молодежные правительства подают, точнее, заявки на рейтинг молодежных правительств Российской Федерации. Собственно, Якутия по данной оценке она лидирует. А говоря о других каких-нибудь проектах или, может быть, вещах, которые можно перенять у нашего молодежного правительства? Собственно, у вас действует проект, насколько мне известно, там «Министр», или по-другому он как-то называется, по-моему, «Мэр». Игра и мэр. Есть «Игра и мэр» и «Министр». И в частности, вчера мы с ребятами говорили, что мы бы хотели тоже перенять этот опыт, поскольку там как раз идет кадровая работа непосредственно со всей молодежью. То есть, в данном случае Якутия, у нас она могла бы вестись со всей молодежью Приморского края. А дальше, конечно, мы бы могли, то есть, возможно, достичь общих соглашений, и тиражировать этот проект еще на другие субъекты, поскольку достаточно интересный этот проект. Проблемой предпринимательства номер один сегодня не только нашего региона, но и всей России является теневой бизнес. Существует она уже не первый год. И вот мы подошли к той черте, когда нужно принимать конкретные меры. И как раз концепцию таких мер обсудили в Общественной палате Якутска. Первоочередной задачей стало выявление таких происшествий. Как правило, поймать за руку физлицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, не зарегистрировавшись, не так-то просто. Это и продажа алкогольной продукции, и услуги, касающиеся индустрии красоты, общепит и так далее. Штрафы на физлицо и зарегистрированного предпринимателя за одно и то же нарушение несоизмеримы. Рядовой гражданин может подумать, занимаются в тени, не оформляются. Как меня лично это касается? Но вопросы возникают лишь до тех пор, пока не увидишь реальную картину, сколько страна недополучает налогов, сколько километров дорог, больниц, детских садов можно построить на эти гигантские суммы. И как раз об этих самых цифрах рассказал гость нашей студии. Если всего количество субъектов малого бизнеса насчитывает 50 тысяч предпринимателей, то это около 40% того теневого сектора, который на сегодняшний момент существует. С 2015 года бизнес подвержен этому влиянию недобросовестной конкуренции, где уже на всех площадках у нас в республике и в Российской Федерации все бизнес-объединения трубят о том, что это одна из таких серьезных проблем. Если допустим, бюджет республики получает порядка 3 миллиардов рублей от субъектов малого бизнеса по специальным налоговым режимам, и считайте примерно 40%, на наш взгляд это порядка 1 миллиарда однозначно. Сегодня на уровне руководства республики будет создана межведомственная
комиссия, которая будет координировать деятельность контрольно-надзорных органов по осуществлению контроля в части вот как раз таких граждан, которые нарушают законодательство. И здесь мы понимаем, что здесь достаточно серьезная граница существует. Законодательно этот вопрос не до конца, не так четко, скажем так, отрегулирован, да, поэтому мы включились в этот процесс в полной мере и сегодня разрабатываем соответственные рекомендации для органов власти, чтобы мы могли обезопасить бизнес, ведь бизнес же развивается в разных направлениях, это разные отрасли, да, это и торговля, общественное питание, и в каждом виде бизнеса есть своя специфика, свои нормативы, ГОСТы, требования, поэтому здесь важно, чтобы мы не перегнули, как говорится, да, вот эту вот границу, что называется, и обезопасили действующих предпринимателей, которые работают законно. Одной из сфер предпринимательства, которая в Якутии развивается семимильными шагами и всячески поддерживается властью, это сельское хозяйство. Развить бренд «Сделано в Якутии», выйти на новые показатели, обеспечить якутян только самой свежей и самой вкусной продукцией. Как обстоят дела с выполнением этих задач в Хангаласском районе, расскажет Виолетта Засимова. Покровское подразделение Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, сокращенно и далее ЕНИИСХ, владеет около 200 гектаров пахотной земли, научно-лабораторным корпусом, картофелехранилищем, зерно- и кормоскладами и автомастерской. В учреждении работает 45 человек, из них 34 научные сотрудники. Первым делом мы направились в картофелехранилище, куда уже завезли весь урожай 2018 года. Сейчас здесь ведутся послеуборочные работы, выгрузка и рассортировка картофеля. Нынче с 35 гектаров было собрано около 400 тонн картофеля. Это получается 11 тонн с гектара. В основном весной картофелеводческое хозяйство берут у нас семенной картофель, так как мы являемся оригинаторами семенного фонда картофеля по республике. И картофелеводческое хозяйство весной закупает у нас этот семенной фонд. В институте выращивают 4 сорта картофеля. Это вармас, северный, оба белого окраса, также тулунский и якутянка. Они уже красного окраса. Кстати, якутянка является самым востребованным из-за высокой урожайности и вкусовых качеств. Кстати, картофелехранилище вместимостью 500 тонн было построено в конце прошлого года и отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к хранению. Казалось бы, сезон сбора земляники закончился, но только не в плодово-ягодном саду. Здесь до сих пор плодоносит гибридная земляника, которая была получена путем скрещивания 2 других сортов земляники. Она может давать плоды круглый год при определенных условиях содержания. Помимо земляники в плодово-ягодном саду занимаются выведением местных сортов черной смородины, малины и жимолости, а также яблонь, акации, черемухи и вишни. Сейчас осенние работы ведутся в саду. Это подготовка растений к зимовке, укрытие и осенняя посадка черенков, размножение селекционного материала. Не очень радужное настроение царит в лаборатории кормовых культур. Здесь до сих пор продолжаются уборочные работы, точнее застопорились. В общем, мы посадили в этом году однолетних и многолетних культур около 4 гектаров. Комбайн у нас все время ломается, поэтому вот пока остановлена работа. Сломанный комбайн – это полбеды. Собранный материал для опытов приходится хранить в заброшенном здании старого клуба. Рабочий процесс стал и в лаборатории зерновых культур. Идет ремонт очистительной машины. Весь собранный урожай уже завезли в зерносклад, и до ноября сотрудники должны успеть очистить и просушить зерна яровой пшеницы, ярового ячменя, овса и озимой ржи. Часть озимой ржи уже посеяли в августе. В среднем ежегодно высевается по 50-60 гектаров посева зерновых культур. В этом году у нас урожайность хорошая, в пределах 14-16 центнеров с гектара. 50% из собранного урожая составляет страховой семенной фонд республики. Страховой фонд – это значит, когда вот в прошлом году было очень засушливое же лето, и в основном семена мы не получили, вот, например, в хозяйствах. И чтобы сохранить семена, мы поддерживаем вот страховой фонд.
После окончания осенних работ сотрудников Покровского подразделения «Янииск» ожидает зимний период отчетов, написания научных статей, лабораторных работ и так далее. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутия. День за днем. Сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу. Встретимся через пару минут на Якутия-24. Картина удостоена основного приза Московского международного кинофестиваля, а также завоевала спецприз в Монреале. И вот, наконец, фильм начали показывать на родине. На второй день премьеры режиссеру Эдуарду Новикову вручили свидетельство лауреата главы Якутии. Главному герою Степану Петрову звание «Заслуженный артист республики». Сценаристу Семену Ермолаеву «Заслуженный деятель искусств», а оператору Семену Аманатову грамоту правительства. Для якутского зрителя это самый обычный фильм. Простая якутская история, очень простая, всего с двумя персонажами. А вот для зрителя извне это, наверное, интересно, потому что есть аутентичность, этнография и образ жизни, который близкий к природе. Весь бюджет фильма составил около 3 миллионов рублей. Съемки картины проходили в Якутске, Хангаласском районе и в Киргизии. А в основу фильма лег рассказ Василия Яковлева «Состарившаяся вместе со мной лиственница». И действительно, охота с ловчими птицами известна уже не 100 лет и встречается в сказаниях разных народов. Однако для якутов этот способ чужд, так как прилет птицы, и тем более хищной, согласно верованиям, всегда несет за собой плохие и даже трагические последствия. Герой нашего следующего сюжета Герман Арбугаев решил разрушить этот стереотип и начал тренировать у себя ястреба. В нем навыки охоты. Что из этого получилось, расскажет Саргалана Захарова. Элеку друга майбыт, элеку друга майбыт. Такой фразы, которая значит, что у коршуна горит хвост. Обычно деревенские дети отгоняют от своих дворов хищных птиц. Но здесь решили пойти по другому пути. Решили не враждовать с хищниками, а попробовать с ними подружиться. Как это получилось у первого заводчика хищных птиц в Якутии? Давайте узнаем. Ястреб-тетеревятник Чочур – первый и пока единственный ручной хищник Германа Арбугаева. 2 недели назад из-за своей же прожорливости он угодил в ловушку. В голубятню сверху люк такой есть, и он туда провалился и с голубем вот так вот сидит, глаза вытаращил, ничего понять не может. И мои ребята крикнули мне, я пришел и, собственно, его поймали. И, как говорят, Баянай прислал нам его. Ай ты мой красавчик. Ну вот он должен по свистку, по свисту. Во время питания я вот так свищу. Это вырабатывается приобретаемый рефлекс на питание. Вот сейчас я могу его дистанцию увеличивать. Свисток и грозная птица мигом оказывается на руке у хозяина. Пока тренируются только внутри клетки. Чужих не подпускают, но со временем как аудиторию, так и дистанцию планируют увеличить. Потом будем на длинном поводке, такой где-то метров 8-10. А потом уже будем выходить вообще на свободу. И будем надеяться, что этот рефлекс, который вот должен быть достаточно для того, чтобы он при вольном полете на свист прилетал. Тренировки нужны каждый день, говорит заводчик. В противном случае птица может снова одичать. Для Якутии подобное увлечение в новинку, поэтому всю информацию пришлось искать в интернете. Как оказалось, в сети ее немало. В интернете выписал уже специальную перчатку для ловчих птиц. Вот этот вот клобучек с султанчиком под его размер. Мне сказали взвешать его, он 670 грамм. Мне заказали, там целая индустрия. В общем, это очень интересно. В очередной раз, восхищаясь величием хищника, Герман Арбугаев вспоминает знаменитый якутский фильм «Царь-птица». Надеется, что в будущем его Чочур тоже сможет стать звездой кино.
О, пойдет сейчас. Опа. Красавчик. Царь-птица наша. Да, да, красавчик, ты же красавчик у нас. А пока учиться, учиться и еще раз учиться. Впереди грандиозные планы. Увеличить количество птиц, а главное показать людям настоящую соколиную охоту. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Якутия снова стала героем одной из передач на центральном телевидении. Ведущие программы «Орел и решка» телеканала «Пятница» оценили наши достопримечательности, сервис. Также по традиции спрятали для горожан подарок. Вот такая 100-долларовая купюра создала настоящий ажиотаж и заставила бегать на перегонки далеко не один десяток человек. Кто в итоге нашел клад и что незамыленный местной рутиной глаз ведущих смог увидеть в нашем регионе, в сюжете наших корреспондентов. 18 сентября на телеканале «Пятница» показали выпуск телепередачи «Орел и решка» о Якутии. Ведущими этой серии были Жанна Бадоева, которая путешествовала по республике на 100 долларов, и Ольга Антипова, которой досталась золотая карта. Ну а нас зовут Анастасия Данилова и Юрий Осипов. И сегодня мы не будем подкидывать монетку, но обязательно пообщаемся с теми людьми, кто был в выпуске передачи. Мне вообще понравилось, что о нашем регионе вышла такая программа, и я думаю, что для нас это очень хороший знак. Ну, когда-то в Гандархане ее встретили, и это кумах, это, как назвать, токолуканы были. Ну, якутскую кухню показали несколько в скучном виде. Можно было бы придумать что-нибудь поинтереснее. Ну, это круто, но я так рада, что типа больше людей узнают о нашей типа республике. А меня удивило то, что за 7000 рублей можно сходить в так много мест. Каучсерфинг – это одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Он объединяет более 7 миллионов человек в 246 странах мира. Члены сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и даже организовывают совместные путешествия. Такой сервис существует и у нас в Якутске. Судя по выпуску, Жанна Бадоева остановилась у одной из них. Нария? Да. Жанна, очень приятно. Можно? Нария живет одна, работает менеджером и уже 3 года время от времени размещает у себя туристов. Одна из визитных карточек Якутии – ее кухня. Привычные продукты в исполнении якутских мастеров приобретают необычные вкусы. Иннокентий Тарбахов – маэстро якутской кухни и главный шеф-повар Якутии. Кто, если не он, мог встретить наших гостей своими изысканными национальными блюдами? Шикарными десертами или не обслуживали. Повседневным меню они выбрали, и они сказали, нам это достаточно. Мы им предлагали строганину, они говорят, нет, не надо, мы махтали, нас пробовали, а у них рыба как лед была. Поэтому мы не стали вот эту рыбу предлагать. Одним из самых интересных моментов передачи был фрагмент, когда Ольга Антипова, обладательница золотой карты этого выпуска, поехала кататься по песочным дюнам на Токуланы. Ой, знаете, здесь очень красиво. Но вообще, знаете, зачем я, собственно, сюда поднялась? Еще поднимаюсь. Я сейчас буду кататься на сэндборде. За мной приехали в 6 утра. Получается, мы в Полярную звезду приехали, и там уже на автобусе поехали на причал, и там были 2 шикарных вообще катера, и помчались. Но, как оказалось, как такового сэндбординга в Якутии пока еще нет. По словам самого Андрея, в Токуланах он был во 2-й раз. Спортсмен не оценил бы данный вид туристического развлечения в ту сумму, которая была указана в выпуске программы. Ну, такого вида спорта у нас еще в туризме нету, но, думаю, в дальнейшем будет. Максимум там 500 тысяч рублей, наверное, вот так было бы. Мастер-класс там на 1 час, а 500 долларов. К сожалению, вип-туризм в Якутии недостаточно развит. Обладательница золотой карты могла бы позволить себе подняться на Ленские столбы на фуникулере. А ювелирные компании могли бы ввести ознакомительные экскурсии в лаборатории гранильного производства на постоянной основе. Так достаточно ли развит туризм в нашей республике? Мнения якутян разделились. На Ютубе много роликов, что многие ездят там. Ну, видимо, развивается.
Цены очень дорогие, чтобы приехать. Авиабилеты и все такое. В последнее время развит. Да, потому что даже иностранцы тоже приезжают сюда вот на Ленские столбы и так далее. Есть город Прага. Там проживает меньше миллиона человек. В год там бывает 5 миллионов человек туристов, 5 миллионов. Вот и все. А вы мне туризм в Якутии. Какой тут туризм? Транспортная доступность плохая, мне кажется, из-за этого. Ну и цены очень дорогие. Традиционно в конце каждого выпуска «Орел и решка» ведущий прячет бутылку со $100 в случайном месте города, куда наносит визит. В нашем городе они выбрали мост над Цайсарским озером. Мы, не думая, просто срываемся, бежим, в машину едем, везде пробки, мы подъезжаем туда, машин очень много, прям с начала Каландрашвили до половины моста, машины стоят на аварийках, все стоят, выбегают из машин, мы тоже приезжаем, просто у меня подруга за рулем, я беру, просто выхожу из машины, пока она остановилась, бежу туда, сам ажиотаж, жар, там очень было много народу. Мы решили попробовать последовать их примеру и заложить бутылку с деньгами. И специально приготовили ее к этому случаю. Сложнее оказался выбор места, где спрятать этот клад. Бутылка зарыта в парке культуры и отдыха, слева от главной дорожки. «Орел». Выход данной передачи в очередной раз доказал, Якутии есть чем гордиться. Уникальность нашей природы отметили даже такие бывалые путешественницы. Решка. Есть и другая сторона монеты. Передача наглядно продемонстрировала, для комфортного туризма в республике не хватает инфраструктуры и вложений. Юрий Осипов, Анастасия Данилова, Артур Габышев, Владимир Павлов. Якутия. День за днем. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и всего вам доброго.